бары айлан көчөк, азгырып алысчак алат күнчүмдү. Бийикте булуттар калкып кайда көчөк, биз менен жолго чык, жолго сыйкырдуу. Жүрөгөт шамал шашылат, керемет көз жолго чакырат. Татына болуп, акылга толуп, улам жаңы сырлар ачылат. Привет, ребята! Как ваши дела? Здорово! Смотрите, что у меня есть! Вы знаете, что это такое? Верно! Это Конвенция о правах ребенка. Помните, мне ее вчера вручили на концерте. Все было так торжественно. Здесь даже моя фотография есть, как в паспорте. И все мои права записаны. Теперь я всегда буду их помнить. Такая красивая. Так хочется всем ее показать. Решено. Так и сделаю. Буду всем показывать конвенцию и рассказывать о своих правах. Ребята, вы со мной? Тогда вперед! Привет! Привет! А почему ты плачешь? Меня папа наказал. За что? Ты что-то сломал? Нет, Потерял? нет, просто папа иногда на меня сильно ругается. Просто так, для воспитания. Ого! Просто так? Не может быть! Может, в качестве профилактики говорит. Ну так нельзя! Надо что-то делать! Ну что мы можем сделать? Придумал! Смотри! Это Конвенция о правах ребенка. И она нам поможет? Да, смотри! Вот, статья номер 19. Право на защиту от насилия. Идем, покажем это твоему отцу. Ого! Право на защиту от насилия? Да, все верно. Ну так что? Идем, Я боюсь. идем, не бойся. Мы должны все рассказать. Здравствуйте! Чего тебе, мальчик? Хотел с вами поговорить. Поговорить? О чем же? О правах ребенка. Ну-ка, интересно. Давай, рассказывай. Разве у детей есть права? Конечно, есть. Например, право на защиту от насилия. Поэтому вам не стоит ругать вашего сына. Вот, смотрите, здесь все написано. Вот насмешил. Он даже не захотел меня выслушать. Да, он никогда меня не слушает. Но все равно спасибо тебе. Нет, погоди, я этого так не оставлю. Ну что ты будешь делать? Я что-нибудь придумаю. Привет, ребята! Как ваши дела? Отлично! Такой замечательный день! Хотите со мной прогуляться?
почему ты плачешь? Сегодня такой чудесный день. Меня в школу не берут. Как не берут? Почему? Не знаю. Учитель говорит, что я не могу учиться в этой школе. Ничего себе! Но ведь это неправильно. Все дети должны учиться в школе. Это называется право на образование. Право на образование? Да, смотри. Вот здесь все написано. Каждый ребенок должен учиться в школе. Правда? А почему же меня не берут? А может, они об этом не знают? Не знают о правах? Да, надо срочно им все рассказать. Идем. Нет, ваша дочь не может учиться в школе. Мест нет. А как же право на образование? Что? Право на образование. Каждый ребенок имеет право учиться в школе. Вот, смотрите. Об этом в конвенции написано. Какие дети умные пошли. Нехорошо во взрослые разговоры вмешиваться. О, привет, ребята! Как ваши дела? У меня тоже отлично. Как здорово! Ничего не делать! Посторонись! Ой-ой-ой! Ты чего это? На осликов наезжаешь? Прости, просто тележка очень тяжелая. А зачем же ты ее один толкаешь? Отцу помогаю. Работы много, он один не успевает. Ты работаешь? Да. Но ведь ты еще маленький. Ну и что? А то дети не должны работать, особенно маленькие и с такими огромными тележками. Это же вредно. Да, я очень устаю. Ну что ж делать? У тебя есть право не работать. Что? Называется она «Конвенция о правах ребенка». Правда? Да, у моих друзей такая есть. Я сам видел. Ничего себе! А я не знал. А может, и твой отец об этом не знает. Решено. Ты должен все ему рассказать. Почему ты остановился? Опять все уронил. Но ведь она такая тяжелая. Ничего, вырастешь сильным и крепким. Скажи ему, скажи. Ну я еще маленький, чтобы работать. Иногда и маленьким детям работать приходится. И я тоже рано работать начал. Ну, папа! Собери все и отвези в сарай. Работы еще много. Вот видишь, ничего не получилось. Нет, так не годится. Идем, расскажем друзьям. Они обязательно что-нибудь придумают. Итак, объявляю наше собрание открытым. Ура! Есть проблема. Нас никто не хочет слушать. Да, учительница на меня даже не взглянула. Папе не важно, что я думаю. И мне чуть не досталось. А нам есть что сказать. Да, Вот, в конвенции записано. право свободно выражать свое мнение. О том, что мы хотим, и о том, чего не хотим. Верно? Верно. Значит, пришло время все менять. Ну что мы можем сделать? Но ведь о том, что важно, можно не только говорить. Об этом можно написать. Или нарисовать. Я люблю рисовать. Хотите?
Я нарисую бабочку. Такая, не сейчас. Отличная идея! Мы нарисуем то, что хотим сказать. Да, то, что нас волнует. И устроим выставку. Пусть все смотрят. Ура! Тогда за дело! Привет, ребята! Ух ты! А что вы тут делаете? Это выставка наших рисунков. Как здорово! Молодцы, ребята! А тема у выставки есть? Конечно. Право на мнение. Ого! Как серьезно! Да, взрослые думают, что мы ничего не понимаем и нас не слушают. Да, у нас тоже есть свое мнение. И даже у осликов. И в конвенции написано, что мы имеем право свое мнение выражать. Вот мы его и выражаем. Тогда я буду вашим первым посетителем. Можно? Очень хочу узнать ваше мнение. И мы тоже хотим. Конечно! Конечно! Тогда объявляю выставку открытой. Я хочу, чтобы меня слушали. Когда меня не слушают, мне становится грустно и хочется плакать. Мне страшно, когда на меня кричат. Даже уши болеть начинают. Я не хочу, чтобы на меня кричали. Я не хочу заниматься спортом. Я музыку люблю. А мои родители ничего не хотят об этом слышать. А я не хочу работать. Я учиться хочу. Какая хорошая выставка! Вы все правильно сделали, ребята! Смотрите, мой папа идет. И мой. И учительница тут. Ура! Теперь все узнают, что у нас есть права. И увидят, что мы думаем. И хотим делать или не делать. И рисунки все за нас расскажут. Ура! Ура! Это так здорово, когда тебя слушают. Gün battı, caşı